Что заставило вас пересмотреть свои взгляды? Как события 11 сентября изменили вашу жизнь? Как отреагировали ваши родные и близкие, когда вы приняли ислам? Я был миссионером. Я вырос в так называемом библейском поясе, в котором больше церквей, чем Макдональдсов. Он посмотрел на меня, указал пальцем мне в лицо и сказал: «Так ты мусульманин, дружище». В ответ я сделал тот же самый жест пальцем и сказал: «Нет, я не мусульманин. Мое имя никогда не будет связано с этим словом». Он говорит: «У нас ФБР. Что ты наделал? Ты как никто опозорил нашу семью». Мужик направляет калаш прямо из окна, и двое, что были рядом со мной, просто упали на землю. Я оглянулся и сказал: «Ля иляха илляллах Мухаммадур Расулюллах». Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Меня зовут Харун. Я американец, принявший ислам. Мне 43 года. Живу на юге Миссисипи. У меня своя ферма. Я фермер. Мусульманином я стал где-то с 98 по 99 год. Жил в Саудовской Аравии. Приехал туда в возрасте 20 лет. Прожил там 10 лет, после чего вернулся в Соединенные Штаты, где сейчас и живу. Что заставило вас пересмотреть свои взгляды? Я был баптистом Южной конвенции. Я вырос в так называемом библейском поясе, в котором больше церквей, чем Макдональдсов. Я изучил Библию и был молодежным служителем. Я был миссионером. Я служил в проповеднической миссии в Гватемале. На момент, когда я вышел из христианства, я был молодежным служителем Южной баптистской конвенции. Собственно, как я здесь и оказался. Как вы впервые услышали об исламе? Я учился в средней школе, и нам рассказывали о разных религиях. Об индуизме, иудаизме, христианстве и исламе. Конечно, предвзято, поскольку все учителя исповедовали южный баптизм, как и я. И никто не собирался раскрывать всю правду. Но слава Богу, что в наш экзамен были включены 5 столпов ислама. Нас учили, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был пророком. Конечно, поначалу я просто думал, что это их вера. С того момента, когда Авраам оставил Измаила в пустыне и пророческой миссии был удостоен Исаак. Именно так нам объяснили. Хотя в целом нам дали неплохую картину ислама. Нам не преподнесли ничего порочащего религию. Просто было сказано, что это их вера, а у нас своя. Что заставило вас пересмотреть свои взгляды? Чтение Библии и Нового Завета. Изучение Иисуса, мир ему с христианской позиции, что Иисус являлся Богом, и что Он одновременно являлся Сыном Божьим. Именно тут мы и разошлись, потому что Он никогда не говорил: «Я ваш Бог, поклоняйтесь мне». Все это появилось позже, с апостолом Павлом или Саулом. Также в книге от Матфея есть момент, когда он был с 3, так скажем, сподвижниками. Он был с 3 апостолами. Он направлялся в сад и попросил этих 3 подождать. Мол, если они найдут меня, они убьют меня. И это было явное качество человека. Если бы он был Богом, он бы сказал: «Мне без разницы, что они задумали», и не волновался бы особо. И вот хотя бы тут я уже узрел истину, после чего я стал молиться одному Богу. Так началась моя эволюция к становлению мусульманином. Не могли бы вы рассказать, как вы пришли из христианства в ислам? Я расскажу вам, как это произошло. Мне было 19 лет, может быть 20. Я ехал в церковь на занятия к группе своих южных прихожан. Им было от 15 до 18, возрастная категория моих учеников. Я не мог найти себе места. Мне нужен был Бог. Мне нужен был верный путь к Господу. Помню, я еду и жую мятную жвачку Риглис за рулем своего Форда F-150 по шоссе в Миссисипи в сторону церкви. И я говорю про себя: «Господи, укажи мне путь, наставь меня так, как Ты считаешь нужным, раскрой мне истину, прямо сейчас, пожалуйста, Господи, помоги». И знаете, вдруг у меня возникла мысль: я возьму эту жвачку и, не глядя, выброшу ее. Если она вылетит в окно, я перестану верить в Иисуса как Господа и буду просто молиться Богу. Я бросил жвачку, повернул голову, осмотрелся. Я остановился на обочине, посмотрел вниз. Я обошел машину, открыл дверь, стал везде искать. Жвачки не было. Я сел в машину и проехал мимо церкви. После этого случая я встретил одного знакомого, с которым мы вместе учились в колледже. Он из Саудовской Аравии. Его звали Али Аль-Гамиди. Он из самой южной части Аравии под названием Биша. Мы встретились, и он спросил меня: «А у тебя какая религия?» Я ему ответил: «Я без религии». Он мне: «Как это? Без религии? Такого не бывает. Во что ты веришь?» Я говорю ему: «Ну, я молюсь Богу». На что он мне: «Понятно, значит, ты христианин». Я ему: «Нет, я не христианин». Тогда он спрашивает: «А кто тогда, по-твоему, Иисус, мир ему?» Я отвечаю: «Он пророк. Он такой же человек, как ты и я». Он переспрашивает: «То есть он не Сын Божий?» Я ему: «Нет, он человек. Он пророк. Он принес Писание и донес послание. Я верю, что он пришел с истиной».
Тогда он мне: хорошо, а как тогда насчет пророка Мухаммада, мир ему? Ты считаешь его пророком? Я говорю: да, я считаю. Я думаю, что он был пророком, и у него тоже было Писание. Но я не считаю, что оно было для меня. Я считаю, что оно было предназначено для другой группы людей. Он посмотрел на меня, указал пальцем мне в лицо и сказал: так ты мусульманин, дружище. В ответ я сделал тот же самый жест пальцем и сказал: нет, я не мусульманин. Мое имя никогда не будет связано с этим словом. В тот день я ощутил что-то странное внутри. Какая-то точка. Словно кто-то обозначил точкой мое сердце. Тогда у меня был Packard Bell. Многие, наверное, уже и не знают, что такое Packard Bell. Их уже не выпускают. Я брал его и задавал в поисковике Jeeves, в Гугле того времени, печатал разные запросы на исламские темы. Однажды я вернулся домой с работы и, как всегда, снял обувь, расположился поудобнее перед своим компьютером и набрал: что такое ислам? В ответ получил 5 столпов ислама. Ознакомившись с ними, я каким-то образом прочитал «Ля иляха илляллах, Мухаммадур Расулуллах» и сказал про себя: я это признаю. После этого я стал читать про хадж, про пост, про закят, про молитву. И каждый столб, о котором я читал, каким-то образом раскрывался во мне. Не могу объяснить. Будто мое сердце было перекрашено, и все внутри озарялось светом. Когда я закончил читать о 5 столпах, я понял, что другого пути для меня нет. Это был единственный путь. Я увидел ссылку «Как стать мусульманином». Я нажал на нее, и открылся небольшой PDF-файл. Я распечатал его на бумаге и пошел в ванную. В ванной я произнес шахаду. Просто сам пошел в ванную, «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». Совершил омовение и с тех пор начал молиться. А как ваши родные отреагировали? Однажды я совершал молитву и забыл закрыть дверь. Вдруг дверь открылась. Вошел Али и спросил: «Здорово, что делаешь?» А я стою и молюсь. Он удалился. Я закончил молитву и тихо на цепочках вышел в гостиную, где он сидел на диване. Он спросил меня: «Ты что, насмехаешься надо мной? Ты насмехаешься над моей религией?» Я присел рядом и сказал ему: «Али, я должен тебе кое-что рассказать». Я сказал ему: «Я мусульманин». Я произнес шахаду. И субханаллах, этот парень, он словно сам произнес шахаду в тот день. Мы были не самыми правильными людьми в то время и делали много чего, что было не положено. Но в тот день вся группа молодых ребят из Саудии словно заново приняла ислам. Они хотели быть праведными. Увидев меня, они хотели показать мне хороший пример. Тогда Али сказал мне: «Послушай, нам нужно ходить в мечеть». «Ты уже был в мечети?» Я говорю: «Нет, я вообще не знаю ничего про мечеть». Он говорит: «Ну так вот, нам нужно пойти в мечеть». И вот в ту пятницу я почувствовал себя по-настоящему своим. Все меня обнимали, целовали, пытались поднять, знакомили меня со всеми, приглашали на ужин то к одним, то к другим. Каждый день. За 2 месяца тогда я, наверное, не потратил ни копейки, потому что все хотели, чтобы я покушал у них дома. Самое лучшее, что я испытал, это, наверное, тот самый визит в мечеть в Пенсаколе. Это было прекрасное время. У моего дедушки был сердечный приступ. Его положили в больницу. Я приехал на машине из Пенсаколы во Флориде, где я жил, чтобы быть рядом с ним. В больницах у нас есть приемная с телефоном, и кто-то постоянно сидит и отвечает на звонки, если кто-то звонит узнать о состоянии больного родственника после операции. И вот я сидел в такой приемной, а мои братья-мусульмане знали, что мой дедушка болен. И тут позвонил один брат из Саудии по имени Мухаммад Али Таби. Я сижу, звонит телефон, а рядом моя тетя, самая громкая из нашей семьи. Ее голос слышно за километры. И вот звонит телефон, она снимает трубку. Я не знал, о чем разговор, я просто предполагаю, что он попросил ее: «Позовите Харуна». Моя тетя начинает звать: «Харун! Харун! Есть тут такой? Харун! Родные Харуна!» Я такой погружаюсь в стул, после чего Мухаммад говорит ей: «Ой, простите, Карли, позовите Карли». И тут моей тете стало любопытно, и она такая: «Что? Карли? Ислам? Значит, ислам». И она с ухмылкой передает мне трубку. Я ему: «Алло? Алейкум салам? Да, хорошо. Мне надо идти. Пока». И в тот момент все мои родные узнали одновременно, и реакция была очень простая.
А какие были главные изменения в твоей жизни после принятия ислама? Салих Аль-Гамиди сказал мне: «Послушай, теперь ты мусульманин. У меня есть компания. Мы неплохо работаем в Саудовской Аравии. Поехали в Саудию, будем работать вместе». Я переехал в Саудовскую Аравию. По приезде Салих отвез меня в Джубейль. Есть такое место в Саудовской Аравии. Центр Даавата. Там я посещал уроки и учился у самых лучших. Мы собирались, я рассказывал всем свою историю. Мы садились перед группой из 2000 людей и просто делились с ними тем, как мы приняли ислам. Им нравилось просто сидеть и слушать наши рассказы. Вот так я попал в Саудию. А можете рассказать нам о незабываемом событии, произошедшем в центре Даавата? Помню, было время молитвы, и я возвращался в центр Даавата. Прямо перед мечетью расположено помещение для омовения, рядом с которым большой открытый двор, из которого можно было зайти в мечеть, а уже наверху центр Даавата. Я поднимался по лестнице, и передо мной стояли 3 человека. 3 человека из Индии, как мне показалось. Индусы, судя по золотым кольцам и цепочкам. Я поднялся и поинтересовался: «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Они удивились и сказали: «Это место строго для мусульман». На что я ответил: «Нет, сюда может зайти любой. Это центр призыва, где мы проповедуем религию ислам». А он мне говорит: «Нет, написано строго для мусульман». И тогда я увидел, что над входом в уборную было написано: «Вход строго для мусульман». Я ответил: «Это в уборную», хотя я и не знаю, зачем эта надпись, ее там и не должно быть. Я им говорю: «Вы можете зайти и посмотреть». А он мне: «Ни в коем случае, строго для мусульман, мы не зайдем». Так вот, рядом на полу стояло ведро, в которое собирался конденсат от кондиционера. Я взял ведро и полил цветы. Затем перевернул ведро, встал на него, снял вывеску с надписью «Вход строго для мусульман», сунул ее в ведро и поставил ведро на прежнее место. Они были в шоке. Они думали, что всех нас теперь посадят в тюрьму, и на этом конец. Я им говорю: «Нет, подождите, не убегайте, пожалуйста, вернитесь». Один саудиец увидел нас и удивился: «Что происходит? Что случилось?» Я ему говорю: «Не вмешивайся, просто подожди, позже поговорим». Я завел этих 3 в мечеть, и они были в шоке. Это было видно по их глазам. Они так боялись находиться внутри. Тогда я сказал: «Послушайте, мы собираемся помолиться, а вы можете просто посидеть и понаблюдать за нами. А позже я к вам подойду». После молитвы я подошел к ним, собрал всех своих ребят из Индии, Пакистана и Филиппин. Мы уселись в круг, им принесли буклеты на их родном языке, и мы стали беседовать и рассказывать им об основах нашей религии. 2 из этих братьев приняли ислам на месте. Они присоединились к нам уже в следующей молитве. Потом мы пошли покушать вместе, но 3 все еще мешкал. И я понимал, что он уже вот-вот будет готов. Он осознавал истинность всего, что мы говорили, но что-то его все еще сдерживало. Через 2 дня я решил навестить его в рабочем городке, где он жил. Мужское общежитие с многоместными комнатами, с общими удобствами. Скажем, не самые лучшие условия. Я нашел его. Он жил с соседями по комнате, человек 5-6, все индусы. Они все косились на меня, а я сижу и рассказываю ему про ислам. После чего они смотрят на него и спрашивают, что это все значит. И тогда я понял, что его сдерживало. Он боялся, как они воспримут, и как они после этого поведут себя. Вечером мы пригласили его на ужин, и в тот же вечер он произнес шахаду, но он попросил меня никому об этом не говорить. Братья, которые были со мной, успокоили его и сказали, что в этом нет проблем. Просто держи пока в сердце, пока не почувствуешь себя в безопасности, пока ты не будешь готов рассказать об этом публично. Я заверил его и вспомнил, что я тоже сначала молчал. Я и не знал, что это не совсем правильно. Хотя мне даже было неловко, что я об этом утаивал, осознавая, что я верю в это настолько убежденно, и считал, что я должен этим поделиться. Я просто испытывал то самое чувство страха, что и он. Следовательно, он получил правильный и нужный совет. Это были первые 3. Иншаллах. А дальше, кто знает, к чему приведут эти 3. Это все равно, что одно дерево, от которого пойдут миллионы. Как события 11 сентября изменили вашу жизнь? С какими трудностями вы столкнулись, будучи тогда американцем-мусульманином? Да, это было очень тяжелое время. Я работал, выполнял свои задачи и вообще не знал, что происходит. Мне позвонили на мобильный. Это был один из моих братьев по имени Рашид Аль-Хатиб. Он позвонил и спросил, все ли со мной в порядке. Я ответил ему: не знаю, а что такое? И тогда я стал беспокоиться. Он спросил: ты что, не в курсе, что случилось? Я ответил ему: нет, не знаю, рассказывай скорее.
На что он ответил: «По твоей стране нанесен удар. Твои родные в порядке?» Я ему: «Нет, я не в курсе. А что случилось?» Он мне: «Башни-близнецы, кто-то взорвал. И по Пентагону тоже нанесен удар». Он мне: «А ты где?» Я сообщил ему локацию, и он подъехал ко мне. В тот момент в голове просто ничего не укладывалось. Все было настолько ужасно, столько вреда. И когда он спросил меня: «С тобой все в порядке? Родные в порядке?» Мне стало так страшно. Я сразу подумал о людях, о детях, которые находились внутри. Ведь в здании был детский садик для детей-сотрудников. После чего он отвез меня к себе домой и сказал: «Поживешь несколько дней со мной». Мы не понимали, что происходит. Мы не могли понять, кто за этим стоит и что будет дальше. Мне позвонил родной брат и сказал: «Что ты наделал?» Я ему: «Погоди, ты о чем?» Он мне: «Ты как никто опозорил нашу семью. Что ты натворил?» Я сказал ему: «Джейми, погоди секундочку. Постой, что случилось?» Он говорит: «У нас ФБР. Они пришли и спрашивают про тебя». Я ответил ему: «Понятно. Я тебе заверяю, что я ничего не натворил». Он мне говорит: «Ты сбежал из Америки и примкнул к какой-то террористической группировке». Я сказал ему: «Успокойся, дай мне номер агента ФБР, я ему позвоню и решу все вопросы». А агент ФБР отправился к моему дедушке, о котором я уже ранее упоминал. И когда он постучал к старику в двери и показал ему свое удостоверение, то, понятное дело, с учетом его здоровья, он снова оказался в больнице. Его отвезли в реанимацию, потому что упал в обморок и сильно ударился. Я записал номер агента ФБР и набрал ему. Меня раздирал гнев, я был просто в ярости. Я дозвонился до него и представился. «Да, это Карли Джарл. Я слышал, вы ищете меня». Он ответил мне: «А, да, господин Джарл, вы где находитесь? Мы вас уже всюду обыскались». Я ему ответил: «Послушайте, вы же ФБР. Если у вас есть мозги, вы бы позвонили в консульство, где я стою на учете, поскольку я проживаю в Саудовской Аравии и не прячусь ни от кого». Он мне сказал: «Нам нужно с вами поговорить. Мы вас разыскивали, и у нас к вам есть вопросы». Я говорю: «Хорошо, только сначала послушайте. Если вы еще раз побеспокоите кого-нибудь из моих родных, я по-любому вернусь в Соединенные Штаты, и я найду вас. Я приду к вам в офис и преподам вам такой урок, что вы запомните навсегда». Он говорит: «Вы осознаете, что вы мне сейчас угрожаете?» Я отвечаю: «Да, я осознаю. Я угрожаю вам. Вы не посмеете побеспокоить никого из моих родных, друзей или кого-либо еще связанных со мной». Он отвечает: «Хорошо, нам нужно задать вам несколько вопросов». После чего он начинает спрашивать меня про семью Аль-Гамиди и еще каких-то людей. Я говорю ему: «Послушайте, давайте не будем тянуть резину. Если кто-то из моих братьев вовлечен в то, что случилось, то значит и я с ними тоже». Он опешил: «Подождите, вы вообще понимаете, что вы говорите?» Я отвечаю ему: «Да, я прекрасно понимаю. Мы вместе учились, вместе работали. Иногда у нас не было денег даже на еду, которая нам нравилась, или на какие-то другие нужды. То, что кто-то из них мог быть как-то причастен к случившемуся, просто исключено. Более того, это никакой не ислам, это террористы, и это не к нам». Наша беседа зашла немного глубже, но я однозначно не хотел навредить никому из родных. И не хотел, чтобы кто-то подумал, что я принял в этом участие. События 11 сентября – это никакой не ислам. Наша религия совершенно ясно говорит, что если вы лишите жизни невиновного человека, или даже лишите жизни себя, то вы не с нами, вы выпадаете. Некоторые заблудшие люди, поддавшиеся злу и ненависти, возлюбили жизнь мирскую. Они не являются последователями нашей религии, потому что наша религия проповедует мир и покорность единственному Богу. Даже само название «салям», «ислам» означает «мир». Наша религия происходит от слова «мир». Как могут ее последователи быть террористами и извергами? Если вы станете следовать ее учениям, почитаете Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вы сами узнаете, что это за религия. Нельзя судить о религии, основываясь на том, что сказал какой-то самозванец, или что было написано на каком-то сайте, или о чем какой-то проповедник написал в книге. Необходимо ознакомиться самому, и вы непременно найдете истину. Единственный вариант познать истину сердцем – это попросить Бога, чтобы Он наполнил ею ваше сердце. Нужно полностью покориться. Раскройте свою душу перед Богом, если вы верите в Бога. Раскройтесь перед Ним, и пусть Он укажет вам верный путь. Что вы сделали, пройдя все эти трудности? Вы вернулись в США? После событий 11 сентября я продолжил работать в Саудовской Аравии.
Все полюбили Америку после 11 сентября. Все соболезновали и сочувствовали Америке. Все выражали поддержку, осуждая эти ужасные события. Все поменялось. Я никогда не забуду тот день, когда американские войска вошли в Афганистан. В тот день весь мир изменился. Вся мусульманская община изменилась. Помню, я выходил из Макдональдса, после работы выходил из Макдональдса в белой рубашке с галстуком. Как иностранец, я сразу выделяюсь из толпы. Рядом толпились мальчишки, и кто-то плюнул на меня из толпы и попал мне прямо на галстук. Знаете, на меня еще никто никогда не плевал. Я просто не мог поверить в то, что со мной такое только что произошло. Как на меня могли плюнуть? А после такие случаи участились. Надругательства над американцами, убийства, которые совершались в жилых кварталах. Эти враги ислама, то есть террористы, они выискивали людей в жилых домах. Мне уже надо было быть осторожным. Все друзья советовали мне не выходить, сидеть дома и не выходить на улицу. На тот момент я уже достаточно хорошо говорил по-арабски. И когда люди слышали мою арабскую речь, они не могли поверить, что я не араб, или что я не из какой-то там мусульманской страны. Когда мы выходили куда-нибудь, ко мне обращались на английском. «Эй, привет, как дела?» А я отвечал им на арабском. «Что, простите?» «Что вам надо?» Они тут же извинялись. «Пардон, мы подумали, что ты американец». А я им: «Что ты несешь? Никакой я не американец». И вот таким образом я обеспечивал себе безопасность. Однажды мы ждали одного брата на улице, и рядом постоянно кружила патрульная машина. А я всегда замечаю все, что происходит вокруг. Тем более в такое время. И тут патруль подъезжает, останавливается, мужик направляет калаш прямо из окна. И двое, что были рядом со мной, просто упали на землю. Я стою и думаю, если он начнет стрелять, мне конец. Нам всем конец. Туда не побежишь, сюда не побежишь. Я оглянулся и сказал: «Ля иляха илляллах, Мухаммадур Расулюллах». Он убрал свой автомат в салон и сказал: «Я тебя прощаю», и уехал. Шахада была моей защитой с того дня в ванной комнате до самого дня, когда на меня направили дуло автомата. Подходит ли Америка как место жительства с учетом религии для вас и вашей семьи? Эта страна построена на том, что принимает всех подряд. Это принимающая страна. Но вот касательно закона и культуры, то, как и везде, закон гласит, что у меня есть право исповедовать все, что я захочу. Что касается культуры, то тут немного по-другому. Мы не настолько восприимчивы к культуре. У меня была масса проблем в школе с моими детьми. Некоторым стоило только сказать, что я мусульманин, после чего они вообще переставали разговаривать. Есть друзья, которые ходят в церковь и не хотят с нами общаться. По этой причине я потерял некоторых друзей. Я не могу просто подойти к кому-то и сказать ему, что я мусульманин. Помню, я работал в одной компании, и перед тем, как меня собирались повысить, менеджер компании сказал мне: «Знаешь, твоя религия вызывает вопросы. Мы тут обсудили твои религиозные взгляды, и мы еще не совсем определились, стоит ли доверять тебе новую должность. А по американским стандартам за это я мог проучить компанию. Все они лишились бы работы и выплатили бы мне огромную денежную сумму, обеспечив меня до конца моей жизни за такое высказывание. Но я все взвесил, и передо мной открылась возможность донести до них и рассказать им о нашей вере. Я искал такую возможность и не хотел портить восприятие нашей религии, чтобы меня показали в новостях и сказали: «Мусульманин отсудил у компании $2 миллиона компенсации за причинение морального вреда во время собеседования». Я не хочу, чтобы это негативно сказывалось на религии. Я хочу воспользоваться любой возможностью, чтобы донести послание. И этим я и занимаюсь. Просто в Америке нужно быть осторожными. Но в целом это страна с правосудием. Тут можно не беспокоиться, справедливость всегда восторжествует, если говорить о правосудии. Хотя в социальном отношении не всегда. Однажды я объезжал мечети Америки, меня прижали к обочине. Одна из фар вдруг перестала гореть. И вот я остановил машину, ко мне подошел замшерифа, а за мной выстроилось еще 3 полицейских машины. Зачем столько, я не знаю. Я сказал ему: «Я ютубер. Вы не против, если я буду снимать?» Он мне: «Нет, конечно. Пожалуйста, снимайте». Тогда я достал камеру и сказал ему, что у меня проблема с камерой. Кажется, не хватает памяти. Я решил вести прямой эфир. Я сказал ему, что буду вести прямой эфир. Я установил камеру в машине и начал вещание. Подошел еще один полицейский.
И он ничего не подозревал. Они все проверили, у меня не было никаких арестов, никакого криминального прошлого. Он сказал мне, что фару нужно починить. Я ответил ему, что, конечно, я ее починю. И тут он говорит, просто из любопытства, я хотел бы узнать. И я сразу понял, к чему он клонит. И сказал себе, сейчас мне откроются врата и появится возможность. Вокруг сверкают мигалки, и тут такой Харун, американец, принявший ислам, пытается начать даават полицейскому и его 7 или 6 коллегам, собравшимся рядом, при оружии, с собаками и все такое. И вот он спрашивает, «Мне нужно знать, о чем ваш YouTube-канал?» И я рассказал ему все как есть и смог донести до него послание. Ты имеешь в виду даават? Верно. Мы говорили где-то секунд 40 или даже меньше. Я спросил его, «А вы знаете что-нибудь об исламе? Вы в курсе, во что мы верим?» Он мне такой, «Нет». Я ему, «А хотите, я вам расскажу?» И тут у меня появился шанс, и я рассказал ему вкратце, пожал ему руку, хотя полицейские никогда не жмут руки, чтобы не оказаться в уязвимом положении. И когда я протянул ему руку, что совсем не принято, я подумал, что он будет стоять руки в боки и не пожмет мне руку. Но на видео видно, что он принял мой салам, принял мое приветствие. И тогда я обратился ко всем собравшимся, показал им свой YouTube-канал. Я уверен, что все те полицейские потом посмотрели это видео, и благодаря принципу работы алгоритмов YouTube, это видео посмотрели и люди из их окружения. Друзья, коллеги, которые получили эти видео в рекомендации. Если кому-то интересно узнать об исламе, как следует искать информацию? Если вас интересует ислам, то сперва все начинается с поиска информации в онлайн. Однако на каждый достоверный сайт есть тысячи ложных, сбивающих с толку ресурсов. Даже среди верующих нашей религии есть люди, которые придерживаются абсолютно иных учений, не схожих с учениями нашего пророка и Корана. Я бы предложил поискать в интернете и одновременно найти себе проверенного человека, у которого можно было бы уточнить определенные вопросы. Обратитесь в мечеть. Мечети есть везде. Просто задайте поиск ближайшей мечети, и вы найдете. А в мечети вы найдете достойного брата, который будет рад вам помочь. А какое качество пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, произвело на вас наибольшее впечатление? Должно быть его человечность. Человечность пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, является примером и образцом, к которому мы все стремимся. Он был таким скромным и добрым в отношениях ко всем. Я не помню случая, чтобы он грубил. Даже если он указывал кому-то на недостойное поведение, он делал это так, что они слушались его, и их тянуло к нему. Совсем не так, как мы иногда воспитываем своих детей. Он преподносил все так, что люди сами готовы были его слушаться и идти за ним. И я стараюсь придерживаться именно этого метода, когда веду призыв или рассказываю людям об исламе. Я пытаюсь представить себе, как бы повел себя пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, с этим человеком. В этом и заключается наша вера. Вера в смиренную покорность перед единственным Господом. И наше усердие в том, чтобы быть похожими на Него. К этому мы и стремимся. Что бы вы пожелали сказать в заключении? В заключение я хотел бы сказать, что я премного благодарен за все благо, которым я наделен, и всем прекрасным из того, что у меня есть. Но теперь я хотел бы в ответ посвятить себя самого. Мой путь и моя задача сейчас и до конца моей жизни, иншаллах, это проводить время в мечетях, в центрах призыва, в ваших домах посредством ваших мобильных устройств и телевизоров. Я хочу, чтобы меня, а вместе со мной и слово Аллаха, субханаху ва тааля, услышали и приняли во всем мире, иншаллах. Благодарю вас за это прекрасное интервью. Альхамдулиллах.